эфире программа «Пропеллер». Всем привет! В эфире 431 выпуск программы «Пропеллер». Страшно сказать. На прошлой неделе наш корреспондент Славик Брешев побывал на Масленице. Масленица – один из самых популярных славянских праздников, Который посвящен торжеству весны, жизни, радости и всему тому, что мы все любим. Он проводится каждый год и обязательно весной. Неотъемлемый атрибут этого праздника – это сжигание чучела. На Масленице можно было не только погулять и повеселиться, также там проходила дегустация блинов. Фаршированные блины с икрой, с курицей, со сгущенкой и много-много с чем. В общем, такая вкуснота досталась нашему Славе Брешеву. Как известно, блины – это солярный символ, то есть символ солнца, которого нам так давно не хватало. Посмотреть на неповторимый колорит русских празднований приехали гости из Франции и Швеции. Нам удалось взять у них интервью. Смотрим. Впереди у нас весна, сегодня сжигаем бабу и веселимся. Всех с праздником! Ура! Здесь у нас вялят шапки, вот. Кстати, здесь еще все округа поделились на разные делегации и отправляют свою масляную группировку. И они представляют разного рода вот такие вот прекрасные штучки. У меня шапка в виде петушка. Вот так получилось. Заметил, у вас очень модные валенки. У вас прям все по тенденции. Потому что мы живем в таких условиях, да, нам надо, просто валенки нам не подходят. Самое главное, это проблема в подушке. Их можно еще нарастить. История есть у каждой куклы. Где-то увидела лоскуток, раз сочинил куклу. Или персонаж увидел лицо, захотела сделать. Ну, у вас прям такие вот все вот пышные барышни. Грелки на чайник, грелки, поэтому они такие большие. Я-то думал, просто образ такой вот русской женщины, которая... Ты где был? Там... У вас самая большая шапка Мономаха в мире. Да, я знаю об этом, ага. А вы где ее взяли? Или вы вот сами все сделали? Ну, я сам модельер, сам шил. Такой обычай. Надо открыть дырку в блине, посмотреть на солнце через нее и загадать желание. Отчего так в России березы шумят? С Масленицей, друзья, мы продолжаем! Ну и какая же Масленица без народных забав? В данном случае мы находимся на метании валенок. Хорошо, меняемся маленькими. Масленица набирает международный формат, потому что у нас присутствуют гости из такой республики, как Франция. Масленицу празднуют во Франции тоже. Кого сжигают у вас? У нас вообще никого не сжигают. У нас просто делают блины. Скажите, откуда вы к нам прибыли? Я из Швеции. На вашей родине проходят какие-нибудь аналогичные праздники? 30 апреля мы сооружаем большой костер и празднуем приход весны. У вас разжигают просто костер или также сжигают женщин? Нет, просто костер. Я этого не понимаю. Зачем вы сжигаете леди? Сгорело чучело. Что это означает? Скоро, наконец-то, потепление, скоро весна, а затем и лето. Всем отличного настроения! Наш второй сюжет посвящен выставке Art Wall. Это отборочный этап Международной якутской биеннале BY 2016. Интересно отметить, что все экспонаты на этой выставке представляют из себя эскизы. Это вам на память. То есть это еще не окончательная форма художественного произведения, но эскиз уже несет в себе мысль автора, то есть законченную фразу, которую вам, зрителям, суждено воспринять.
Данная выставка называется «Арт-Лов», молодежный проект в рамках подготовки к международной биеннале современного искусства, которая пройдет у нас в июле. Ее организовали наши коллеги Галина Кутугутова и Татьяна Татаринова. Мне понравилась работа Тамары Тайшиной. Вот этот портал «Белое полотно». Очень интересно по задумке и по исполнению тоже. Больше мы, конечно, сейчас работаем с междисциплинарными проектами, сочетающими в себе и графику, и живопись, какие-то пространственные объекты. Очень приветствуется перформанс, медиа-арт. Замечательная видеоинсталляция представлена сегодня. Есть тут экспедиции зимней школы искусств, то есть это когда приезжали комиссары проекта, и они проводили мастер-классы. Мне самому больше интересно это инсталляции, объединенная работа разных авторов, и у каждого своя задумка, да, и оно исполнено. Интересно посмотреть на уже конец работы. Важна сама мысль. Потеряться не получится, если мысль очень хорошо сформулирована. Главное, чтобы это выражение было настолько ясным, настолько ярким, чтобы в конце концов состоялся диалог со зрителем. Может быть, это и прекрасно, то, что современные художники выражаются достаточно сложным языком. Визуально сложно воспринимается иногда это. Но это сложная коммуникация со зрителем. То есть заставляет думать, заставляет задавать вопросы. Мы в первую очередь хотели бы, конечно, видеть проекты, сделанные специально для биеннале. Чтобы это не просто была выставка, на которую можно принести готовую работу и все прекрасно. Да? Для того, чтобы участвовать в биеннале, получить зрителя, получить экспертную оценку, получить общение, в том числе и с интересными экспертами, которые мы приглашаем, нужно еще больше стимулировать свой творческий процесс. И это прекрасно, потому что это периодично, это каждые 2 года, и значит художественный процесс не останавливается. Появляются новые работы, то есть как стимул. Наш третий сюжет посвящен дискуссионному клубу, в котором все обсуждения происходят на английском языке. Это очень интересно, когда вам предлагают освоить язык, при этом безвозмездно, в интересной и доступной форме. Прекрасные ребята, с которыми можно поговорить на любые темы и отточить свой навык языка, не опасаясь за то, что вас обсмеют. Вот чтоб такого не было, люди и приходят в этот дискуссионный клуб. Все происходит в антикафе, что позволяет ребятам между собой непринужденно общаться, обмениваться знаниями и опытом и как можно быстрее изучать английский язык. Вопреки стереотипам, овладеть иностранным языком можно в любом возрасте. Обычно обучение проходит индивидуально или в группе. Как у наших героев, на еженедельных занятиях в уютном антикафе встречаются все те, кто хочет увеличить свой словарный запас, улучшить произношение и регулярно практиковаться. Наибольший упор поставлен на то, чтобы человек попал в такую атмосферу, он мог свободно высказывать свое мнение, чтобы он больше говорил, чтобы какая-то эмоциональная преграда, она была преодолена. Мы начинаем с какой-то расслабляющей игры. Допустим, если много новичков приходит, то мы начинаем с знакомства в форме игры. Гаэль. Sorry, Gail? Гаэль. Kyle? Гаэль. Girl? It's pronounced Gael.
Есть такая игра, берешь мячик и передаешь его любому человеку, задаешь ему любой вопрос. Это может быть вопрос, в чем смысл твоей жизни, или представься, или, я не знаю, что ты ел на завтрак, ну что-то такое. Одной из самых серьезных проблем у начинающих считается непонимание иностранной речи на слух. Could you please repeat that? 11. If you don't understand the lingo, away back home to your own country. Ooh, is that talk now, is it? Away back to your own country? Oh, don't start, Mr. Bleeding Heart. How can you be racist to a lift? Please speak slowly and clearly. С самого начала занятия все участники клуба общаются только на английском. Каждая встреча посвящена определенной теме. Кроме того, ребята знакомятся и делятся новостями, тоже на английском. Мы, во-первых, ни на кого не давим. Любое давление, оно очень ярко ощущается такими людьми, которые стесняются. Поэтому мы просто создаем как можно дружелюбнее атмосферу. Я стараюсь большинство фильмов, которые я смотрю, смотреть на английском, с субтитрами или без. Мне кажется, это очень помогает изучать язык. В телефоне приложение — это Duolingo. Он тебе пишет напоминание, что вот ты пропустил 1 день, или там, о, ты 5 дней подряд изучаешь язык, там, ты молодец и все такое. Ну, словари, чтобы ты не понял какое-то слово, сразу перевел и выучил новое слово. Новые языки дают тебе возможность изучать новые культуры, даже раскрыть какие-то стороны себя, которые ты еще не знал. В детстве это был такой неосознанный, может быть, выбор, но сейчас я понимаю, что английский дает возможность больше информации знать. То есть я могу читать прессу на английском, книги на английском. Просто мир открывается мне во всей красе, можно сказать. Научиться говорить на английском языке – это значит не только расширить свой кругозор. Процесс обучения подарит вам хороших друзей, полезное общение и новые интересы. Это был 431 выпуск телепередачи «Пропеллер». Подписывайтесь на наш аккаунт ВКонтакте Проб ТВ, подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме и следите за нами в Ютьюбе. Оставляйте свои лайки, отзывы, кидайте нам треки на стену, мы будем ждать. Хорошо проведите выходные! С вами были Илья Кэпцой, Алексей Шибаев и Марина Никонова. Всем пока! Everybody's looking at me. Thought I saw my face on MTV. Magazine that she won't read and stole a heart, but it's not my fault. Looking at my picture, she forgot about her boyfriend, yeah. Магазин «Автоаудиоцентр» предлагает качественную продукцию мировых лидеров в области автозвука и мультимедиа для ваших автомобилей. У нас всегда огромный выбор автомагнитол, сабвуферов, усилителей, акустики, кабельной продукции и аксессуаров. Кроме того, всегда в продаже подкапотные утеплители компании «Автотепло». Также оказываем услуги по установке и шумоизоляции. Наши адреса: Вишнева 35/1, первый этаж, и торговый центр «Палладиум», второй этаж. Телефон 733-143. «Автоаудиоцентр». Твой выбор в мире звука.